Лида, я хочу спросить у тебя про издание, которое ты сделала. Я считаю, что это очень хорошее дело, издание э, русских сказок на хакасском языке. Вообще, вот зачем это, ну, по сути, зачем это надо тебе лично? Здравствуйте. Ну, мне это лично надо, потому что у меня маленький ребенок, ей 2,5 годика, и я бы хотела, чтобы она с детства знала хакасский язык, чтобы воспитывалась в духе национальных традиций, читала сказки не только на русском языке, но и на хакасском. Ну и вообще, как получается вот с хакасским языком, как сейчас вот язык живет в семье? Очень замечательно, учитывая, что я с ребенком до 2 лет разговаривала на русском. К данному вопросу я подошла совсем недавно, но подошла очень основательно. И когда уже начала с ней разговаривать на хакасском языке, а я немножко изучала в школе, то ребенок в этом возрасте он усваивает гораздо быстрее. То есть такие простые слова, как «встань», «сядь», «дай», то есть она вообще уже сразу с легкостью воспринимает. И благодаря вот своей деятельности я приобрела не только свою книжку на хакасском языке, а других замечательных авторов, читаю ей, она с удовольствием слушает, и какие-то уже, особенно в стихотворной форме, ну, очень так легко воспринимает. Ну, то есть ей очень нравится. И сейчас вообще реально получается вот те тексты, которые ты сама издала, вот, почитать ребенку. Как вообще ты сейчас работаешь с этой книжкой? Конечно, я и читаю. Ну, я ей с самого начала читала, потому что начали мы все это в июле месяце, и, соответственно, в июле уже был текст, уже был перевод. В августе уже у меня был черновой вариант моей книжки, поэтому я и с августа месяца уже читала свою книгу на хакасском языке, и ей очень нравилось. Она показывает рисунки, называет... Также у нас есть аудиозапись, а когда я включаю аудиозапись, ребенок слушает, повторяет все звуки, которые вот на данной аудиозаписи. То есть польза есть. Ну, как говорится, мой ребенок это самый такой главный, важный эксперт в этой деятельности. И, как показывает практика, все это было не зря. То есть это действительно помогает в обучении хакасскому языку с детства. Ну и, конечно, вот издание этой книги наверняка столкнулось с какими-то решениями задач определенного свойства. Вот как тебе сама работа по изданию книги? Ну, скажем так, работа, конечно же, нелегкая. Здесь требуется очень много времени, очень много труда, упорности. Прежде всего, нужно очень много каких-то пунктуальных моментов, все вовремя, чтобы работа была слаженная. Хорошие люди, побольше хороших людей, которые бы поддержали в нужный момент. Ну и, конечно же, это та деятельность, которую можно развивать бесконечно, то есть от каких-то маленьких книжечек картонных до различных совместных проектов, в том числе и привлекать другие культуры, тувинскую, вот как было порекомендовано алтайскую, то есть делать серию таких книжек на 2 языках, например, на алтайском и хакасском. А вообще вот как сумела договориться с Ингой Людовиковной? Вот она, по-моему, переводила тексты, да? Да, Инга Людовиковна очень замечательный человек. Это один из первых, ну, наряду вот с Марьяной Касимовой, художником данной книжки, которая отозвалась. Я пришла к ней с горящими глазами, заразила ее идеей, и она сразу же, не мешкая, сказала: да, конечно, я обязательно займусь, мне это интересно, потому что у нее также у самой маленький ребенок, по-моему, 3 года, ну или так же, как моей, 2 с лишним года, и она с большой радостью согласилась заняться переводом, отозвалась. Вообще все люди в моей команде — это люди все творческие, поэтому прежде всего, когда я приходила со своей идеей, их больше даже творческий интерес цеплял, чем какая-то материальная сторона. То есть я им давала полную свободу на ваше усмотрение, потому что все люди высокого профиля, все специалисты в своей сфере, и поэтому давала им свободу, и они как бы за нее брались и делали замечательные вещи. И вот приложением к этой книжке у вас идет аудиодиск, да, что там есть? На аудиодиске это получается одноименный, как и сборник под тем же названием «Морос Чоннын Махтары», где
в него входят те же самые сказки, которые в сборнике, только на хакасском языке. То есть русского языка там нет, потому что аудиосказок на русском языке, ну, предостаточно и в социальных сетях, на просторах интернета, а вот именно на хакасском языке нет. Поэтому здесь важно было, чтобы люди, которые, например, не знают, как произносятся наши хакасские буквы, как ставится правильное ударение, чтобы они слушали и сами читали своему ребенку. Или если у них нет времени на прочтение данной книги, для этого аудиодиск станет хорошей помощью. Ясно. Ну и не могу не спросить, дальнейшие планы, наверняка уже есть какие-то идеи по развитию вот подобного издания, возможно. Да, конечно, как я уже сказала, данное поле деятельности у нас, к сожалению, в Хакасии книжки для малышей достаточно в дефиците, их очень мало, либо они очень дорогие, ну, так как сама издательская деятельность достаточно сложный, трудоемкий процесс и дорогостоящий. Но тем не менее, поле деятельности огромное, то есть, как я говорила, здесь можно печатать серию двуязычную, то есть на хакасском, на алтайском, на хакасском, на тувинском, да, то есть вовлекать в это соседние регионы. Также можно печатать различные энциклопедии, животные, птицы, части тела, все что угодно, картонные какие-то вырисовывать, раскраски. То есть здесь огромное поле деятельности. Ну, конечно же, было бы желание и, что немаловажно, финансы. Остальное все приложится. Ну, кстати, вот про деньги возникает сразу вопрос. Вообще вот легко было собрать, вообще где нашли деньги для издания? По поводу денег, на протяжении всей моей работы все было относительно, то есть постоянно был режим ожидания. Так, например, вначале я организовала сбор средств в социальной сети, затем ВКонтакте, да, в социальной сети, это вот есть такой крафтинг, ну, направление, постоянно путаю, когда с миру по нитке какой-то есть проект интересный, и люди просто заинтересованные, единомышленники действительно верят, считают, что да, это здорово, это круто, и начинают, ну, как бы, сколько кто может, сколько кто хочет, складываются. И таким образом вот за 4 месяца мы собрали около 19 тысяч рублей, то есть 37 неравнодушных людей нам поверило, что очень замечательно, и до сих пор не знаю, там, кто именно. Некоторые решили скрыть свои имена, анонимно отправляли, но некоторые все-таки знали людей, им большая благодарность. А второй момент, это в июле месяце я совершенно случайно узнала, даже не случайно, я сходила в различные министерства, организации, и как раз мне везде советовали подать заявку на гранты, конкурс по грантам, и на тот момент был единственный конкурс, который объявило Министерство экономики, Департамент молодежной политики. Ну и, собственно, мы рискнули, написали заявку, грамотно ее составили, Инга Людовиковна помогала, и в итоге выиграли. То есть привлекли некоммерческую организацию Эдельвейс. Здесь тоже хотелось бы отметить огромное спасибо Алексею Арбузову, что человек поверил, так как его организация уже зарекомендовала себя давно на рынке, а меня он знал впервые. И это тоже надо было так рассказать человеку, чтобы он поверил, да, действительно, что я там не возложу на него все и брошу это дело, а он там сам пусть разгребает. Я ему показала действительно, что мы делаем, что мы хотим это сделать, и мы это сделаем. То есть у нас большая команда сплоченная, и он предоставил свою организацию в качестве оператора для подачи заявки на грант. И таким образом мы выиграли и там, и получается на средства по гранту мы издали книгу, а вот на средства, которые мы собрали в социальной сети, мы издали диск. Ну и есть еще то, что хотела бы, может быть, сказать, а я просто не задал этот вопрос. Ну, пожалуй, наверное, самое главное, чтобы все-таки молодые мамочки, для чего все это делалось, чтобы это было не зря, чтобы молодые родители, мамочки уже с детства задавались вопросами о том, что каждый человек должен знать свой родной язык, воспитывали своих детей, прививали им любовь к своей культуре, ну, в частности, мы говорим здесь о хакасской культуре, так как наш язык уже в Красной книге исчезающих языков ЮНЕСКО. И хотелось бы, чтобы не забывали свои корни предков, уважали и стремились все-таки учить свой родной язык и знать, и разговаривать на нем везде. Пожалуй, все. Прайзыналых исползын, пазе Тогас ханже пасха проекторды.